Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вы не знаете, что в тайне происходит за вашей спиной. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, тут женщину какую-то показывают в таком разбитом, растрепанном состоянии, сама не своя. Ой, что-то она пьет, то ли лекарство, то ли что покрепче. Слушайте, но у нее удар из-за вас, ударствует она. Что-то вы ей такое сделали, либо вы ее, скажем так, обошли, опередили, либо вы ей нос утерли, либо ей откат пошел. Откат за ее грязную деятельность, за то, что хотела вас погубить, за то, что вам вредила, за то, что пыталась вас, подставить, отравить вашу жизнь. Вот очень ей плохо, такая полненькая. Либо у кого-то еще отыграется, что женщина с пышными формами, да. Я не могу вам сказать, то ли она полная сама по себе, то ли у нее такие вот прям, пышные формы, да. А может быть, это и не формы, может, она там эти пушапы всякие носит, накладочки делает, якобы у нее там, может, у нее даже и эти силиконовые импланты стоят, да. Но вот очень ей плохо, вся такая, знаете, зареванная. Такие синяки под глазами, как будто бы она это панда какая-то. И что-то она пьет. Либо это лекарство, как я уже сказала, либо это что покрепче, да, такое прям с градусами, да. И душа болит, понимаете, душа из-за вас. И она такая, да как так, да как все могло так обратиться, да что ж вы за человек-то такой, да, что же вы так ее бедненькую так обидели, да, жизнь ей испортили. Но мне кажется, что это все справедливо, и если бы она к вам не лезла на рожон, то все бы у нее было хорошо. Если это откат, то она его заслужила. И тут еще, если откат, то, скорее всего, он усиленный. Не просто то, что она делала вам, ей вернулось, а тут еще и накинули сверху высшие силы. Что прям конкретно уже, да, дошло, что к вам лезть нельзя, вас не стоит задевать, вас не стоит обижать. А если, например, было какое-то соперничество в личной жизни, то, скорее всего, мужчина ее послал. Причем в самой жесткой форме, в самой обидной, наверное, форме даже послал. Он прям так и сказал, что иди ты лесом, я тебя и не люблю, и не хочу, а вот вас любит и хочет. И вообще видит свое будущее только лишь с вами. И если это какое-то соперничество, бизнес-работа, то явно у нее в попытках вас подставить, либо как-то опорочить вашу репутацию, да, ваш профессионализм, скорее всего, она была поймана, да, на своих ошибках. То есть буквально хотела на вас тень бросить, но сама оказалась в тени. То есть, возможно, разозлила не тех людей, которые, например, вас хорошо знают. В общем, нарвалась. Мне идет, что она вся в соплях, в слезах, и что-то она пьет. Пьет что-то, чтобы заглушить эту боль, заглушить эти страдания, но не помогает, да, и навряд ли поможет. Считайте, что она уже сбитый летчик, и, если понимаете, о ком речь идет, да, уже все, больше она к вам не полезет. Если она, конечно, не умалишенная, то точно не полезет. Будет обходить, бегать, и, может быть, куда-то вообще съедет, переедет, на кого-то другого переключится. Вот то, что касается вас, это все. Считайте, что вы себя отстояли, а она себя уже загубила, да, потому что лезла к вам. Дальше, мои хорошие, показывают мужчину. У мужчины очень длинный и грязный язык. Этот мужчина в отместку вам распускает про вас сплетни.
Буквально этот мужчина обвиняет вас в своих же грехах. Ну, допустим, если он распутник, либо он там, ну, гуляка, да, он говорит, что нет, я святой, я сидел дома с детьми, супы, борщи варил, там, стирал, убирал, был такой порядочной домохозяином, а вы якобы там гуляли, направо-налево изменяли, что он вас там из чужих кроватей вытаскивал, и он там на коленях стоял, просил там не гуляй, не изменяй, там ничего такого не делай, я все типа прощу. Также он может говорить, что вы транжира, также он может говорить, что вы очень алчная, что вы, скажем так, с какими-то наклонностями нездоровыми, хотя, ну, он все рассказывает про себя, но типа якобы это вы. Мужчина трепется, и трепется на всех углах. Какая-то женщина, может даже не одна, ему верит. Ну, потому что, видно, шарики за ролики, да, невысокого ума человек. А все остальные люди, как от прокаженного, от него шарахаются. То есть этот мужчина решил таким образом вам отомстить, но вместо мести он сам от себя людей отводит, да, потому что люди смотрят и думают: Господи, какой же ты мерзкий, да, какой же ты низменный. Какая бы женщина ни была, но если она была с тобой, она тебя терпела, зачем же ты такое про нее говоришь, да, зачем ссоры из избы выносишь? И также люди могут, ну, которые знают, да, вас, его, прекрасно знают, что-то между вами происходило, ну, они ему прям в лоб говорят, что ты прям клейма негде ставить, сволочь, да, редкостная, ну, ты позволяешь себе порочить имя честной женщины, да, вот как-то так мне идет. А он, значит, не унимается, и нет, я хороший, я святой, это она была плохая, типа я идеальный, весь такой духовно пропитанный, а вот она прям исчадие ада. Но он это делает в отместку. Почему? Потому что когда вы расстались, вы даже как-то лучше стали выглядеть, вы как расцвели, вы как помолодели, вы как будто бы в лучиках, знаете, солнца стоите. А он, наоборот, потерял все, что имел, да еще и по своей глупости куда-то вляпался, да, в какие-то большие проблемы. И вот он винит вас, он считает, что вы украли у него удачу. А на самом деле это вы были источником его удачи. Вы самое лучшее, любя его, вы отдавали ему самое лучшее. Ну и теперь как бы жизнь все поставила на свои места, все точки над «и» расставила. И вот он типа якобы на вас обиделся, что вот из-за вас у него удачи нет. А на самом деле он должен ножки был вам целовать за то, что вы вообще были в его жизни, за то, что вы такого мерзавца полюбили и отдавали ему всю себя. Ну вот не оценил, не понял. Теперь пожинает свои плоды, еще и сплетни про вас распускает. Дальше. За вашей спиной тут какая-то сценка такая показана. Некий мужчина, я не знаю, он наблюдает за вами. Он наблюдает, он изучает. У этого мужчины явно к вам интерес. И этот интерес, он только-только лишь зарождается, да, поэтому, скорее всего, следит, скорее всего, наблюдает, хочет узнать вас лучше, хочется понять, кто вы такая, с кем он имеет дело, можно ли вообще к вам как-то подходить, да, не пошлете ли вы, то есть, ну да, не хочется, конечно, быть посланным, но, с другой стороны, интерес к вам есть. Только я вот не могу понять, это личный интерес, вот как, знаете, понравилось, влюбился, либо это какой-то сугубо профессиональный интерес, да, может быть, он руководитель фирмы конкурента, да, там, где вы работаете, может быть, еще что-то, что он узнал вас как мастера, хотел бы вас к себе пригласить, либо хотел бы с вами посотрудничать, да, какую-то коллаборацию. Ну, вот как собирает про вас информацию, плюс как-то еще за вами наблюдает. Ну, то, что он видит, ему нравится. То, что он про вас узнал, ему тоже очень нравится. То есть он как будто бы убеждается, что вы очень хороший человек, что вы профессионал с большой буквы, что вы такая вот, знаете, как честная, прозрачная. И вот с такой репутацией, да, вот прям ни одного темного пятнышка. Он такой как-то удивительно, да, удивительная женщина. То есть даже если это профессиональный интерес, как женщина вы тоже ему симпатичны. То есть чем больше он вас узнает, тем больше он к вам тянется. Дальше.
Вот вижу, что вам в последнее время как-то вот тяжело, что-то не получается, что-то не дается. Вы вообще считаете, что вам не везет, либо как удача от вас отвернулась. А я вижу, что с вами происходит, и это никак не связано с удачей. Это связано с вашими жизненными силами. Вы себя очень сильно тратите. Понятно, что жизнь требует свое, и у многих и мужчин, и женщин очень много обязанностей, там и работа, и по дому, и какие-то еще там другие заботы, обязанности. Вы чем больше тратите, тем меньше остается. И когда энергии очень мало у человека, ну о какой удаче можно говорить? Даже в привычных вещах вы можете допускать ошибки, потому что мозг залипает, потому что кровь перестает нормально циркулировать, потому что нервная система просто на грани выгорания, перегорания. И тут никак это не связано с удачей, а именно, что вам нужно наладить свой быт, свою работу, вот этот график, да, что 8 часов, значит, я сплю, 8 часов я работаю, 8 часов я отдыхаю. Да, вот золотая восьмерка должна быть. Вот у вас этого нет. У вас где-то какие-то очень серьезные перекосы, прям конкретно серьезные. Почему-то мне кажется, что вы либо не досыпаете, либо вы очень много работаете и очень сильно переутомляетесь. Да? Попробуйте немножко поиграть с этим. Да? Стремитесь к этой золотой восьмерке. Еще раз, 8 часов я сплю, 8 часов я работаю, 8 часов я отдыхаю. Попробуйте хотя бы приблизиться к этому стандарту. И вы увидите, как у вас все начнет меняться, все начнет получаться. И да, вы прям почувствуете, что якобы удача вернулась в вашу жизнь. Но это никак не связано с удачей. Это связано с вашим вниманием, с тем, как работает ваш мозг, да? С нервными этими сцепками, да? С нервными клеточками. То есть, когда они вяленькие, когда они разрываются, там, исчезают, выгорают, понятно, что уже и реакция не та, и внимание снижается, и все плывет перед глазами. То есть вы могли привыкнуть к такому образу жизни, но вот с удачей, да, это никак не связано, это связано с образом жизни. Попробуйте приблизиться к золотой восьмерке, и тогда вы увидите, что жизнь меняется и меняется к лучшему. И легче, и лучше, и все получается, и успех приходит, и то, и пятое, и десятое. Прям, совершенно другая жизнь у вас будет. Нет на вас там порчи, нет на вас проклятий. И вот именно из-за усталости, из-за перенапряжения, либо недостаточного отдыха, да, вот у вас это происходит. Это как накопительное, да, накопилось. Это не за один день, там, не за одни сутки с вами случилось. Это на протяжении там, полугода, наверное, а то и более. Либо несколько месяцев, но только в таком авральном режиме. Дальше, мои хорошие. За вашей спиной есть несколько человек, которые никак не могут решить, нужно ли для вас что-то делать, либо нужно ли с вами чем-то делиться, либо не нужно, да, и так сойдет. Не знаю, может, это родственники, может быть, где-то открылось наследство, но люди никак не могут договориться, стоит ли этим наследством с вами делиться. Либо, допустим, это какая-то задумка, либо какой-то вариант, например, да, там ваши знакомые обсуждают и думают, стоит ли вас звать, привлекать, либо не надо, да, как будет, не будет, выгодно, невыгодно. И, возможно, вы это даже чувствуете. Кому-то даже может сниться, как будто бы вас от чего-то отрезают, либо чего-то лишают, либо что-то во сне теряете. Я так скажу, там несколько человек. Один прям очень категорически против вас настроен, а другие как-то, знаете, больше положительно настроены. И не сейчас, не в ближайшее время, но, скажем так, до конца месяца, я думаю, что все-таки вам сообщат, либо вас пригласят, либо с вами поделятся. Вот это будет, да. Почему-то, знаете, вот эта история про паршивую овцу, которая отару портит, да, вот прям всплывает. Возможно, да, родственники не против вас, но кто-то один очень жадный, алчный, вот пытается воду мутить. Либо из друзей тоже тогда один какой-то прям особо
алчный человек, чтобы вот мне больше досталось, решил, что можно и без вас обойтись. Но нет, так не будет. Дальше, мои хорошие, показываю человека, который на стенку лезет, как будто бы с ума сходит из-за вас. То ли вы не вместе, не рядом, то ли вы расстались с этим человеком, то ли вы недоступны этому человеку, то ли этот человек, знаете, как спохватился, да, а вы уже далеко. И вот так этому человеку плохо без вас, вот хоть на стенку лезь. Какие-то безумные мысли в голове у этого человека. И также я вижу, что этот человек готов вот на многое пойти ради того, чтобы быть с вами, ради того, чтобы, ну, вот, не знаю, прикоснуться к вам не идет, да, обнять, заключить в объятия, назвать своей женщиной. А то же самое мужчина, просто переворачивайте на себя. То есть либо это какая-то одержимость вами, либо какая-то безумная любовь, да, с ума сводящая. Ну, что-то есть. И это что-то нездоровое, если честно. Ну, вот как-то, знаете, попахивает какой-то ментальной болезнью, да. То есть человек буквально по вам, из-за вас сходит с ума. Человек, ну, противоположного пола, да, соответственно. Возможно, вы понимаете, о ком речь идет, да, человек может себя странно вести, либо до вас доходили какие-то вести, что человек прям слетел с катушек. Да, причина это вы, это из-за вас. Ну, вот так живешь, не зная, что по тебе кто-то сходит с ума. Но это факт, да, это факт из вашей жизни. Человек с правой стороны, вы точно его знаете. Ну, по крайней мере, общались 100%. Может, это неразделенная любовь, да. А может, кто-то там пытался вас добиваться, а вы там несколько раз послали, да, отказали. Но у человека там уже все, шарики за ролики. Во что это выльется, я не могу сказать, но, судя по всему, ничего хорошего на самом деле. Ну, может, человек действительно загремит в клинику для душевно больных, либо какая-то долгая терапия предстоит, либо там, знаете, там скандал какой-то устроит, что-то такое будет. Но явно что-то не то. Дальше. У вас есть возможность какие-то блага получать. Но вы этой возможностью почему-то не пользуетесь. То ли потому, что вы не знаете, то ли всерьез не воспринимаете, то ли вам кажется, что вас не одобрят. Есть возможность. Откуда у вас такие мысли, что вот мне это не подходит, либо это не мое, я не знаю. Но вас как будто бы, знаете, даже вот свыше ангелы призывают немножечко быть повнимательней и не упускать то, что само буквально в руки идет, да, либо под ногами у вас валяется. Получать помощь, если она нужна, это прям совсем не зазорно и не стыдно. Особенно если вы имеете на это право, да, ну, так сам Бог велел, да. И также, если вы нуждаетесь, и вы там еле-еле концы с концами сводите, ну, это неправильно, да. Если вы сами о себе не позаботитесь, то кто будет заботиться о вас? Ну, вы можете, конечно, жить в авральном режиме. У вас уже, видите, удачи не хватает. Либо, ну, вы думаете так. И что дальше будет? Вы думаете, так вас на дольше хватит? Либо вы так больше заработаете? Вот есть возможность, но вы ей не пользуетесь. Это плохо. Это равносильно, что вы свои там таланты в землю зарываете. Понимаете? Надо вам этим воспользоваться. Вы об этом знаете. Либо давно, либо недавно узнали. Это не важно. Важно, что нужно пойти и все узнать. И, скорее всего, вас одобрят, либо вам расскажут, что вам нужно сделать. И все у вас будет хорошо. Это какие-то дополнительные льготы, субсидии, мат-помощь, либо какая-то другая там, социальная помощь. Да? Вам это надо. Это вам не повредит, это вам не помешает. Просто надо быть поувереннее в себе. И, конечно же, для себя добиваться лучшего, да, лучшей жизни. Так, еще. Здесь какой-то человек вот показан, который очень много говорит и обещает, а на самом деле это человек абсолютно пустой, как пустомеля, да. Этот человек своим языком, таким длинным, ловким и умелым, очень много себе как добывает, да.
умеет втереться в доверие и умеет быть убедительным. Но есть косвенные признаки, по которым можно догадаться, что человек абсолютно пустой. Я вижу, что вы на этого человека смотрите и вроде как бы складно поет, да, но у вас какое-то внутри чувство странное рождается, да, вот недоверие, либо мутить начинает. Вы думаете, ну что-то есть, что-то не так, да, вот сама интуиция вам подсказывает. И, возможно, этот человек вам предлагает какое-то сотрудничество, либо решение каких-то проблем. А вы вроде как бы и заинтересованы, но не хотите, да? Но вот что-то как будто бы отводит от этого человека. Вас отводят ваши ангелы и также ваша интуиция. Человек абсолютно пустой. Все, что говорит этот человек, можно сразу в мусор выкидывать, да? Либо умножай на 0, и будет вот тот результат, который этот человек принесет в вашу жизнь. Вам не стоит иметь дело с этим человеком, либо вам нужно довериться своей интуиции, своим ангелам и навести по поводу этого человека справки. Какие-то отзывы в интернете поискать, поговорить с разными людьми. Но вот идет мне, что если копнуть, то можно очень много всего интересного узнать, да? Очень много компромата получить. Человек, который никому ничего не сделал из того, что обещал. Это всегда, знаете, из пустого в порожнее. Вода водой, водянистая. И вот вижу, что пару раз вы пытались с этим человеком иметь дела, либо вот вы решались, но что-то не получалось. Да? Вот это вас отводят. Отводят ангелы и отводит ваша интуиция, чтобы вы не попали в беду. Да? Потому что доверишься такому человеку, деньги отдашь, либо понадеешься на такого человека, а результата как не было, так и нет. Да? Вот полный 0. Так, и еще. Вы не знаете, какие разговоры ходят о вас за вашей спиной. Вы можете только лишь догадываться. Либо если и знаете, то знаете там процентов 10-15 от силы. Знаете про плохое, но не знаете про хорошее. Я вижу, что здесь просто какие-то идеальные золотые отзывы по поводу вас. Вы действительно человек очень хороший, очень добрый, душевный, эмпатичный. Человек, который, одно только лишь ваше присутствие очень позитивно влияет на других людей. Вам кажется, что вы ничего не делаете, но на самом деле очень много людей, которые рады знакомству с вами, люди, которым вы так или иначе помогли, хотя вы могли даже этого сами не заметить. То есть для вас это типа обычная рутина, а для людей это прям клад, да, вы клад для этих людей. И вот вижу, что по поводу вас очень часто происходят разговоры тет-а-тет, либо в какой-то более такой, знаете, близкой обстановке, интимной обстановке. И люди друг другу про вас рассказывают. Люди гордятся тем, что они с вами знакомы. Люди хвастаются тем, что с вами как-то взаимодействуют. Что вы делаете такое, либо чем вы занимаетесь, какой ваш род деятельности, я не могу сказать, вы все разные. Но то, что вам поют хвалебные оды и идут очень хорошие отзывы в вашу сторону, это прям факт. Да, есть, конечно, и негатив, есть, конечно же, и критика, и недоброжелательство, но его всего лишь, вот если взять 100%, то негативного будет от силы на 15%, 10, а то 15, да, вот максимальная 15. А все остальные это позитивные отзывы, позитивные отклики и такие вот теплые эмоции в вашу сторону. Но обычно так в жизни и бывает. Мы хорошее не замечаем, зато очень ярко видим плохое. И также, мои хорошие, могу сказать, что очень многие люди, которые знают вас понаслышке, да не знают лично, но слышали о вас, хотели бы с вами общаться, хотели бы с вами познакомиться, хотели бы как-то повзаимодействовать, да, потому что прям наслышаны, да. И они впечатлились тем, что они о вас слышали. Да? Это прям есть. И многие люди могут к вам сами подходить, пытаться с вами поговорить, познакомиться. Не удивляйтесь, это нормально. Потому что да, о вас очень хорошие отзывы ходят. А люди говорят про вас по большей части только лишь положительные вещи. Дальше, мои хорошие, показывают про... не знаю, воровство, вора какого-то показываю, да, воровство, вор, попытка украсть, либо желание что-то украсть.
Есть такой человек в вашем окружении, либо есть такой человек, который задумал против вас воровство, да, украсть у вас что-то. Но тут вы можете быть спокойны. Конечно, если вы там не раскроете двери, окна там навстежь и не повесите эту пригласительную табличку, что welcome, да, приходите, берите, что хотите. Я вижу, что высшие силы сами будут вас защищать. Я вижу, что вот кто задумал против вас плохое, тот человек пожалеет очень сильно. Может быть, вы из такого рода, да, вот как заговоренный род, чтобы ничего не воровали, ничего не пропадало. А может быть, это ваша внутренняя сила и желание высших сил именно конкретно вас защищать, да, чтобы никто ничего ваше себе не забрал. И еще, мои хорошие, про какую-то находку здесь показано, что кто-то нашел вашу вещь, не украл, но нашел. И этот человек, возможно, вас сейчас разыскивает, чтобы вам эту вещь отдать. Либо, как только этот человек узнает, что эта вещь ваша, то эта вещь к вам вернется. Тут даже, знаете, до такого может дойти, вот у кого-то животное могло из дома уйти, просто, знаете, как вышел погулять и забыл дорогу домой, либо заблудился. Такое бывает, особенно если животное уже старенькое, либо наоборот очень молодое животное, то, скорее всего, да, вас разыскивают, чтобы вернуть. Но может это и не животное, да, может просто какая-то ваша вещь случайно вами забытая, либо там, выпала, вы обронили случайно. То есть мне идет, что да, вас разыскивают и либо пытаются узнать, кому принадлежит, потом вас найдут и вам вернут. Вот как под защитой вы от воровства мне идет. Только лишь если вы сами, да, это не позволите, не случится воровство. Не случится, я это вижу. Также показано, что вы очень близко к какой-то своей цели, но сами этого не ощущаете и не видите. Цель, да, у вас какая-то была цель, либо какое-то желание, может даже какая-то мечта. И тут буквально осталось совсем ничего до момента получения, исполнения, обретения. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.